мы переходим до сегодняшней темы. Тема называется «Надворье и природа». И мы поговорим про з'явы надворья, природные з'явы, а после этой темы будет еще коротенькая темка, которая будет называться «Основные колеры». Основное поле, назовем так. Сегодняшний день, видать, так сприяе тому, как узгадать про надворье, тому что сегодня нема сонца, розные з'явы, мы бачим такие, зв'язані з надвор'ям, і про некоторые из них мы сегодня поговорим. Ну так ось, надвор'е и природа. И я вот такую чудовную картинку летнюю, ці там поздняя весна, ці лето вам показываю и хочу запытаться, ось, як вы думаете, по-белоруску такі стан надвор'я, як би ён назваўся? Тяжкое питання. Добре. Сонячне, Сонячна. Так, дякую. Сонячна. Ясно. Ясное надворье. Так, сонячное надворье. Теплое, можно сказать. невеликая облачность. Короткочасовая, без перепадков дождя. Ось, а скажите, у белорусской мове есть слово «погода»? Нет. Нема. Слово «погода» нема. А слово «погода»? Есть? Погодки есть. Есть. Молодое поколение подсказывает, что есть на самом деле слово «погода» и что оно означает в белорусской мове. Вот это и есть погода. Погода, солнечная или теплая. Солнечно мы сказали, тепло. И есть слово «погода». А в российской мове слово «погода» означает то, что по-белорусски «надворье». Надворье перекладается как «погода», так? Добре, не буду писать. Подобное слово есть в белорусской мове. Погода, але означає виключно сонячне, тепле, ну, некую з'яву надворья. Есть однокореневое слово, подобное слово «непогодь». Бачите, непогодь, коли погоды нема. Это дождь, это может быть там ливень, так, залива. Так. Снег, это все темно, это непогодь. А коли сонячно, ясно, это называется погода. На улице зараз погода. Так? Можем Любую пару можно казать. Ну, например, солнце. А узимку? Узимку, но я думаю, коли доброе надворье зимой. Для некоторых доброе надворье, коли -2 и падает снег прихожий. Можно сказать погода. Альбо солнце светить. Так само можно сказать погода зимой. Идем далее. Гарачиня, альбо спекота, можно сказать, коли, но у нас палит солнце, горача вельми, гарачиня, альбо спекота. Вось гэты человек, ён не помирае, ему просто кандыць мокрая кашуля, бачите? Мляная. Агульная млявость, абыякавасць для жыцця. Нет. Яму просто, ведаеце, душно альбо парно этому человеку. Все вельми просто. Ну, можно сказать, спекотно. Можем сказать и так. Ну, вот та самая непогодь, коли вышел человек плавать на Коста-Рице, а там некий тайфун почему. Смерть, торнадо. Это непогодь. Буржуйский. Минское море, до речі. Не знал. Это яно. Тяжко сказать, что тут похмурно. Похмурно. Слово хмара, либо хмура есть еще слово. Ну и похмурно. Дальше есть в облаке и есть хмары. Так, в облаке, альбо облаки, можно сказать, и хмары. Чим вони відрізняються, скажіть? Правильно. В облаке, альбо облаки, это по-російському облака, хмари, по-російському тучі. Лес. Ні хмуринки, бачите, нема. Там похмурно було, а тут ні хмуринки. Зрозуміли, про що йдеться? Так.
Ліхтари. Як ви думаєте, яка з'ява надвор'я тут? Туман. Імжа. Ну, якби можна сказати, що і туман, про туман ще у нас буде слайдик. Имжа. Что такое имжа? Нет. Как это? Морось? Морось. да. Морось. Коли моросит. 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 Дождь. Дождь. Да? Правильно сказать. По-российски дождь. Моросит дождь. А вот по-белорусски это будет имжа. Имжить дождь. Имжа, имжить дождь. Либо просто имжить, можно сказать. И эта з'ява называется имжа. А гэта мы уже называли туманом. Туман. За туманом ничего не видно. Только видно дуба зеленого. Тут не дуб, у нас тут ничто инше. Елки. А вот это что? Дождь. Дождь. А моцный дождь будет называться залева, ливень, альбо залева. Но у нас тут написано залева. Мы написали залева. Залева. Заливать. Ливень альбо залева. Ну, а просто дождь будет перекладаться как дождь на российскую мову. Вось з'ява, коли тут і гримить, Это і Навальница. навальница. Правильно. Альбо гром. Ну, гром гримить, вядома. А навальница гэта коли і гром, і вось гэтыя штукі, якія называюцца як маланка альбо бліскавіца. Бліскавіца. Не чули такое? О, бліскавіца. А мне падабаецца число, то, что блізкае. Маланка альбо бліскавіца гэта молния, правильно. Молния. По-расейску молния, по-беларуску два слова. А по-расейску, до речі, у уговорках расійскіх так само є слово маланка, маланья. Маланка бліскавіца. А вось гэта белая. Так, по-расійску иней, а по-беларуску Так, по-российску изморозь еще тоже есть. шерань. Изморозь. Изморозь, иней. Шерань. Шерань. Это иней? Иней. А, иней. Ну, альбо изморозь так Или само. изморозь. Да, это ж одно и то же. Больше. Да? Коли я не помиляюсь. Шерань по-беларуску, шерань. Все, вельми просто. Кот. Снег. Нет, тут есть, тут не снег. До речі, вот про снег мы так само не казали. Снег есть град. Так само. У нас немає тих слайдів. Снег, град, ну, все вельми просто. А тут ось такое цікаве слово. Золка. Гэта нейкі стан надвор'я, калі чалавек, ну, як бы ўвогуле, можна сказать, золка на вуліцы, альбо мне золка. Ось што гэта можа азначаць, як вы думаете? Які у вас версія? Сырое надворье, так? Промозглое. Вот, промозглое, и, значит, сырое, мокрое и холодное одночасово. Сырое, мокрое, холодное одночасово. И коска, другое значение, синоним промозглое. Это значит золка, золка. Коли промозглое надворье. Сырое, одночасово и вильготное, и вельми холодное одночасово. Вот человек тут послизнувся. И мы назовем эту з'яву воблів альбо гололед. Воблів. Не воблин. И он послизнувся и готово, что я сказал. Вот. Але з'ява называется воблів альбо гололед. Но у нас интеллигентный человек. У его плащ, бачите? Интеллигентно говорит гололед, а интеллигентно гублю. Ну и вот такая неприємна реч. По-російську слякать, по-белоруску Неведомо. слота. Слота. Далее. Поводка. Поводка альбо разводдя. Поводка альбо разводдя. Наводнение так само. Ну, по-русски, да? Так, так.
ветер, а моцный ветер, як по-беларуску будет называться? Будет называться альбо моцный ветер, альбо слово еще есть такое пригожее вятрыска. Вятрыска, и вот это суффикс «ыск», и он часом редко, але бывае, сустракаецца у беларускай мове, означае нешта вялікае. Напрыклад, ветер, вятрыска, альбо есть такое слово каниска, это великий конь таких, напрыклад. Каниска. Иск, вятрыска. Ну, снегопад, завіруха, завея, завіруха, мяце завіруха. Написал Геннадий Буравкин и спевали верасы. А вось гэта палітолагі казалі, недавно яшчэ было ў Беларусі. Адліга. Наколькі можна верыць палітолагам? Праверым. 25.03. Ну, гэта з'ява адліга. Адліга оттепель. Ну и Веселка. эта з'ява называется веселка. Пригожая, веселая такая, веселая. Здається, апошній слайд. Так. І я ще кілька слов назову яких. Алексей, там ще про характеристики А, надвор'я. дякую. Характеристики надвор'я. Вильготность. Разумеется, что это такое? Да. Влажность. Тиск. Давление. Правильно. Опадки. Посадки. Так. Температура повітря. Все просто. Узаход, заход сонця. Моц і накірунок, найбільше можна сказати. Просто керунок, моц і керунок ветру. Так, несколько слов еще. Мы не успели. Не поспели. Потом дошли же. Нет, ну, нам только по-белорусски. Давайте. Еще несколько слов. Слово, видите, такое слово сивер. Сивер. Север – это полночный ветер. Холодный полночный ветер, северный, с полночи вместе и с севера. И он будет называться сивер. Сивер. Север. Холодный полночный ветер. Холодный полночный ветер. Слово есть ураган, мы его не называли, так? Туман, снег, град, мороз. Все вельми просто. Калі, наприклад, на термометрі, як ми можемо запитатися або сказати, кільки градусів? Так, кільки градусів, питаємося, все вельми просто. І відкази, наприклад, 1 градус вище за 0, або там ніже за. Не вище нуля, ніже нуля, а вище за, А если по ніже Цельсию? за. А? По Цельсию так и будет? По Цельсию, так. Або И так само ниже за нуль. ніже за. Вот это слово за. В белорусской мове повинно быть. Ниже за 0, выше за 0. 20 градусов тепла, можно сказать. 14 градусов морозу. Тихольки. Ось. І ще я вам на закінченні цієї теми несколько приказок про надвор'я. Поводле подручника говори со мной по-белорусски. 5 приказок таких. Мороз сказал, и у маї 3 дні маю. Що зрозуміло? Садили бульбу і випав сніг. У соковику туман, дик у жніво пан дождик. От моя бабуля так само мне рассказывала, это я ще пам'ятаю. Питається лютий, ці добре обутий. Хто у жнів не гуляє, той узимку не шмат має. Ну, народная мудрость. Калі узимку земля бачить небо, то влетку не бачить зяе хлеба. Ну, так само зразумела чому. Ці ёсць пытанні, на гэтым усё пра надвор'е, ці ёсць пытанні па гэтай тэме?